Собрать всех на День молодежи, поднять самые важные вопросы и обсудить перспективы на будущее. Повод знаменательный. Сегодня отмечают Международный день молодежи. Все начинается от рождения человека, становления этого человека. Молодежь – это наше начало. Начало, истоки жизни. Поэтому в первую очередь я хотел бы пожелать нашей молодежи светлого будущего. Представители администрации, старейшины, спортсмены и не только. Сегодня молодежь республики развивается в различных направлениях. Научные достижения, новые вершины в спорте и искусстве, сохранения культурного наследия. Все эти задачи призваны решать именно они. Конечно, я хочу пожелать нашей молодежи успехов, всего самого наилучшего, чтобы они перед собой поставили великие цели и, несмотря ни на что, добивались, шли к этой цели. Это не так уж легко, я по себе знаю. Конечно, бывают трудные моменты, тяжелые ситуации, когда ничего не получается, когда тяжело. Но я когда вспоминал, что я могу порадовать свою республику, свою страну, это меня мотивировало добиваться успехов, стать чемпионом. Поэтому я думаю, неважно, спортсмен вы, там, учитесь или там медицинское образование, разницы нет, вы должны быть полезны для нашей республики, для нашей страны. Исламу Халухоеву еще рано относить себя к представителям молодежи. На мероприятие он пришел вместе с друзьями из спортивной секции. Парень уверенно смотрит в будущее и уже знает, кем хочет стать. В будущем я хочу стать олимпийским чемпионом и выбить первые места, иншаллах. День молодежи – праздник не такой уж и молодой. С 1958 года его отмечали в последнее воскресенье июня. Позже закрепили официальную дату. Сегодня молодежь – это главные защитники Отечества, а не те, кто достойно несут свою службу. Подчеркнул это и военный комиссар Ингушетии. Это и сейчас, которые ребята принимают участие в военной специальной операции, более 20 человек получили ордена мужества. Ребята, которые здесь проживают, выполняют задачи на Донбассе. Это и, к сожалению, герой России, который молодой парень, капитан Хамхоев Адам, получил звание посмертно Героя России. Вот на таких ребятах, конечно, воспитывается наша молодежь. Я надеюсь, что все вы, естественно, пройдете через военный комиссариат, вы придете к нам, и буду рад направить вас в нужное русло. Больше трети населения Ингушетии – это молодежь. Более 180 тысяч человек или 37%. Это самый высокий показатель по стране. Поэтому главная задача государственной молодежной политики – предлагать этим юношам и девушкам как можно больше перспектив, которые позволят им самореализовываться. Вот так вот вместе, чтобы показать ребятам, какими должны быть они в будущем. Вот такая была наша цель. Мне кажется, что в нашем плане их должно быть больше, чем какие-то другие мероприятия, потому что молодежь – это и есть наше будущее, и воспитывать здоровое гражданское общество нужно, начиная с них. Молодые люди сегодня – это будущее целой нации и всей страны. Забота о молодом поколении является важной частью социальной политики региона. Они уже представляют свой народ, свою общественность нашу государственную, выезжают за пределы республики, они видят, знают других людей, понимаете? Это очень многозначительное такое воспитание для детей. У них совсем другая развивается культура. В рамках празднования даты по всей стране проходят конкурсы, конференции и другие мероприятия. Все это делается именно для них. Международный день молодежи ежегодно отмечается 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, а также повседневных проблемах, которые стоят на их пути. Хава Гагиева, Мухаммед Белакиев, Новости 24.